Урматтуу мекендештер, сиздерди мамлекеттик тил мыйзамынын 30 жылдыгы менен куттуктайм. Кыргыз тили өнүгүп, өсүп, гүлдөй берсин. Кыргызстандын жарандары кыргыз тилин үйрөнүп, кыргыз тилинде сүйлөшү керек. Сиздерди кыргыз тилин сүйүүгө чакырамын. Закон о государственном языке, который по праву считается отправной точкой развития кыргызского языка, Верховный Совет Киргизской ССР принял 23 сентября 1989 года, когда до Декларации независимости оставалось еще почти 2 года. Принятие документа говорило о том, что процессы суверенизации необратимы, как и в других союзных республиках СССР на рубеже 80-х, начала 90-х. И вот прошло 30 лет. В понедельник в Бишкеке, на торжествах по случаю круглой даты, проходивших в Национальной филармонии, глава государства сказал о ситуации с государственным языком. Кыргызский язык еще не занял свое историческое место в обществе. Нам предстоит решить немало задач, чтобы он стал языком межнационального общения. В многонациональной стране госязыком должны владеть все. Впрочем, нельзя и кого-либо винить в сложившейся ситуации. В 90-е массовый отток русскоязычных заставлял руководство страны проводить реформы таким образом, чтобы не только удовлетворить потребности нации в культурном возрождении, но и убедить русскоязычное население не уезжать из страны, доказывая, что права и достоинства нацменьшинств сохранены. Трендом языковой политики в Кыргызстане остается многоязычие, о чем говорит премьер Мухаммедкалый Абылгазиев. Я, как премьер-министр, заявляю, что наши дети должны знать минимум как 3 языка. Это государственный родной, официальный и английский в качестве иностранного. Мы должны этому учить наших детей. Стремление интегрироваться в мировое культурное пространство породило в Кыргызстане идею осуществить переход кыргызского языка на латинскую письменность. Этот вопрос в который раз был поднят в Джогурку-Кенеше накануне 30-летия закона о госязыке по инициативе лидера парламентской фракции Бирбол Алтынбека Сулайманова. Предложение породило полемику, поскольку у намеченной реформы кыргызского алфавита есть немало противников. Последние ссылаются на пример Узбекистана. Там переход на латиницу затянулся на 7 лет. Начался в 1993 году, завершился в 2000, заняв немало средств из кармана налогоплательщика. При этом 85% литературы на узбекском языке до сих пор издается на кириллице. Спор прекратил глава государства, сообщив председателю Национальной комиссии по госязыку, что переход на латинский алфавит пока осуществляться не будет. С тем, что переводить госязык на латиницу хоть и необходимо, но пока рано, согласен и эксперт в области текстологии, филолог, историк Сулайман Каипов. Наши руководители правильно говорят. Это очень трудное дело. Во-первых, финансовая сторона, да, а потом психологическая, культурная, ментальная сторона еще есть. Поэтому обдумывать, но нельзя же сразу вот сегодня начнем, после обеда будет уже применен латинский алфавит. Вот создать алфавит, а потом постепенный переход. Впрочем, было бы ошибкой утверждать, что ситуация с государственным языком в Кыргызстане обстоит из рук вон плохо. К 1990 году, когда закон был принят, лишь в 3 из 69 школ в столице республики обучение велось на госязыке. На нем получали высшее образование в вузах Киргизской ССР только 17% студентов. В библиотеках страны всего-навсего 4% книг было на кыргызском. В музыкальных театрах ставилось на нем 4 из каждых 50 оперных постановок. Менее 9% фильмов были дублированы либо снабжены кыргызскими субтитрами. Сейчас ситуация изменилась, но специалисты оценивают ее критически. Внедрение изучения киргизского языка не киргизского языка, это из рук вон, конечно, плохо. Правоту слов эксперта подтверждают результаты исследования, проведенного в прошлом году госучреждением «Кыргызтест». Оно протестировало на знание госязыка около 20 тысяч кыргызстанцев. Хорошие результаты показали менее 42% опрашиваемых. За весь 2018 год по республике прошло 19 319 человек официально наш тест. Из этих 19 319 человек прошли, то есть полностью показали свое знание более 60% и выше по каждому субтесту. Это 8084 человека, другими словами, это 41,8% всех участников. По предварительным данным реализации государственной программы совершенствования госязыка, рассчитанной на 2014-2020 годы, многие ее меры так и остались нереализованными. Например, в госструктурах делопроизводства на государственном языке ведется лишь на 60% от общего объема. Немало учреждений, где от 60 до 90% документов составлено на русском.
Проблема еще и в том, что грамотно говорить по-кыргызски стали реже. Почему-то очень много диалектных форм применяется сейчас. И я даже не знаю, какое это объяснение вообще дать. Это прямо как образец распространился очень быстро. И продолжается и сегодня распространяться, и мы просто не знаем, как бороться с этим явлением. Язык требует постоянной заботы. Сохранение и развитие кыргызского держатся в основном на энтузиастах. Например, кыргызстанские программисты разработали мобильное приложение для сотового телефона, которое позволяет детям учить кыргызский посредством игр. Программа называется «Балтил», включает в себя 2 уровня, распространяется бесплатно и доступна на Google Play App Store. Намечено внедрить и другую новинку. К 2023 году разработать продукт на основе искусственного интеллекта, который свободно разговаривает на кыргызском языке. Я думаю, пример этому проект Алиса. Да, у Яндекса есть такой проект. Скажем, Картана есть проект у Амазона. Что касается учебных пособий по государственному языку, их уровень по оценкам специалистов оставляет желать лучшего. Так, по крайней мере, считает преподаватель кыргызского в Бишкекской школе-гимназии номер 23 имени Гёте Светлана Сарганбаева. Она не стала сетовать на качество учебников, а разработала собственную методику преподавания кыргызского в игровой форме. Уроки Светланы Петровны пользуются успехом у детворы. Я разработала в виде сказки закон сингармонизма. Он обязательно нужен для изучения кыргызского языка, потому что весь кыргызский язык, все слова, они созвучные. Нынешним детям в этом отношении повезло больше, чем нам, их родителям, из числа русскоязычных кыргызстанцев. В наше время языковых мобильных приложений, как и самих смартфонов, не было. А кыргызскому в русских общеобразовательных школах не учили совсем. Но все же овладеть государственным языком необходимо. На том простом основании, что мы граждане Кыргызской республики. А давайте попробуем говорить на нем прямо сейчас. Урматтуу мекендештер, кыргыз тилин билүү керек, сыйлоо керек, жана өркүндөтүү керек. Уметь говорить – особая способность. На неделе активисты соцсетей накинулись на спикера Джогорку Кеңеша за его выступление на русском языке в городе Нур-Султан в начале недели на 4-м совещании спикеров парламентов стран Евразии под лозунгом «Большая Евразия. Диалог, доверие, партнерство». В совещании приняли участие представители около 60 стран. Выступление Дастана Джумабекова было вполне протокольным, с некоторыми ошибками, но они не были смертельными, никого не оскорбляли и смысла речи не меняли. Многие политики говорили и говорят неправильно. Например, Михаил Горбачев всегда произносил «современные» или «мышление», и многие с тех пор так и говорят. С легкой руки российского генпрокурора Юрия Чайки все сейчас говорят «возбуждено уголовное дело». А президент США Джордж Буш-младший как-то во время встречи с губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером в октябре 2003 года сказал: «У нас с вами много общего, мы оба плохо говорим по-английски». Судить спикера Джогорку Кеңеша, наверное, надо за дела его, а не за слова. Тем более, что в приводимом нами фрагменте всего 4 ошибки при произнесении 50 слов. Правда, потом он сказал «проход» вместо «подход», но многие делают гораздо больше ошибок, а их никто не ругает. Уважаемые участники совещания, под влиянием глобальных проблем и вызовов мир стремительно меняется. Все более очевидной становится необходимость углубления и расширения интеграционных отношений, выходящих за рамки традиционного регионализма. Конечно, итога развития государства предполагает расширение границ политического диалога и взаимовыгодного экономического сотрудничества. Добиться подобного взаимного понимания и поддержки совсем нелегко. Действительно, добиться понимания и поддержки совсем нелегко. Для этого надо что-то делать полезное для общества. Тогда на фоне дела некоторые несущественные ошибки будут прощаться. Их просто не будут замечать. Подобная большая полезная вещь сейчас – всеобщая и повсеместная цифровизация всего, что только можно, с глубоким проникновением в отдаленные регионы. На неделе в Бишкеке на базе Кыргызско-турецкого университета МАНАС под лозунгом «Санареп Кыргызстан»
Кыргызстан прошел 7-й форум информационных технологий КИТ-2019. В его работе приняли участие эксперты IT-индустрии из США, России, Финляндии, Казахстана, Украины, Кыргызстана. Были проведены мастер-классы, дискуссии, круглые столы, выставка стартапов и новейших IT-разработок. Организаторами форума выступили Общественный фонд гражданской инициативы интернет-политики, Госкомитет информационных технологий и связи, Министерство образования и Парк высоких технологий. Более подробно об IT-форуме в еще одном сюжете Андрея Токумбаева. Во вторник в Бишкеке прошла крупнейшая в Кыргызстане встреча представителей сферы компьютерно-информационных технологий, 7-й международный форум КИТ-2019. Мероприятие, собравшее более 2000 участников, организовали в Кыргызско-турецком университете Манас Общественный фонд гражданской инициативы интернет-политики, Парк высоких технологий и Государственный комитет информационных технологий и связи. Обсуждалось все, без чего невозможно представить развитую экономику в 21 веке. Цифровизация услуг государственных учреждений сферы маркетинга, развитие компьютерных игр, game development и образовательные системы в интернете. Среди спикеров были гости из 5 государств – Казахстана, Украины, Финляндии, США и России. Например, один из россиян, представитель лаборатории Касперского, рассказал Пятому каналу об обсуждаемой на форуме проблеме кибербезопасности. Атакуют информационные системы крупных организаций и атакуют объекты критически важной инфраструктуры. Заводы, пароходы, электростанции. Да, это очень чревато для национальной безопасности и национальной экономики. Форум был организован в поддержку разработанных концепций цифровой трансформации экономики в государственных услуг «Санарип Кыргызстан 2019-2023» и «Государство как платформа». Последний, как рассказал накануне на брифинге замглавы Госкомитета информационных технологий и связи, представляет собой предмет особой гордости. На данном форуме будет презентована инициированная Госкомитетом информационной технологии концепт государственного как платформа. Ранее мы данный проект у себя тоже презентовали, то есть в настоящий момент каких результатов мы достигли, будет показано на этом форуме. Руководитель же Госкомитета рассказал журналистам о не менее важном достижении IT-технологий в области государственных услуг – электронной системе Тундук по взаимодействию посредством компьютерной связи государства с населением. Он с гордостью сказал, разработка кыргызских программистов в мае была признана одним из лучших проектов среди 130 стран. Как вы знаете, в настоящее время к системе Тундук подключены более 82 организаций, это в том числе коммерческие организации. Общий объем транзакций в электронном формате составил порядка 5 миллионов электронных документов. На основе платформы Тундук мы запустили проект с участием коммерческих банков, операторов сотовой связи. Это проект «Государство как платформа». Как рассказала на форуме директор Общественного фонда гражданской инициативы интернет-политики Татума Биталиева, в проект включены 83 государственных и коммерческих организации, организовано 326 сервисов по 102 информационным системам. В результате бюрократическая волокита при оформлении документов значительно сократилась. На одной только выдаче справок сэкономлено более 30 миллионов сомов. Руководитель общественного фонда рассказал об уникальном в республике парке высоких технологий. Он включает в себя 70 резидентов, где работают более 750 сотрудников. По итогам первого полугодия 2019 года их доход превысил 450 миллионов сомов, 85% от которых поступили в результате экспорта. Программисты парка высоких технологий работают на рынке США, Ирландии, Казахстана, России и многих других государств. В разговоре с Пятым каналом директор парка с гордостью отметил, что кыргызстанские программисты ничуть не хуже своих зарубежных коллег. Другими словами, наши компании, они также конкурентоспособны, могут работать на глобальных рынках. Наши самые большие рынки – это рынки Соединенных Штатов, Ирландии, Великобритании, Казахстана и России. То есть мы активно развиваемся и экспортируем свои технологии. Форум прошел с небывалым размахом. Были проведены дискуссии, мастер-классы, круглые столы. Обсуждение проходило по 10 секциям. Состоялись и вручение 5 IT-премий, креативная развлекательная программа, мастер-классы по защите от DOS-атак, тестовая презентация новых игр, многое другое. Это стало заключительным аккордом мероприятий объявленного года цифровизации. Концепция «Санарип Кыргызстан 2019-2023», которой было посвящено событие, представляет собой один из разделов национальной стратегии развития на период с 2018 по 2040 годов. Ключевой момент программы перехода услуг государственных и коммерческих структур в цифровой формат – разработка и внедрение программного обеспечения на кыргызском языке, поскольку недостаточная освоимость им интернет-пространства и есть ахиллесовая пята процесса цифровизации в стране.
концепции, например, указано, что около 90% контента, скачиваемого жителями Кыргызстана, русскоязычная информация и генерируется в основном в российском сегменте интернета. Один из энтузиастов-разработчиков программного обеспечения на кыргызском, автор проекта Тамга Кит Эмиль Асанов считает, что в Кыргызстане власти ничего не делают для развития электронных программ на государственном языке. Сам по себе результат не получится, какие бы законы красивые вы ни писали. Должно быть исполнение законов. Вот у нас отсутствие законов, то есть отсутствие исполнения законов, это тормозит все. В 2002 году группа программистов разработала компьютерную систему перевода с русского на кыргызский и обратно, а также проверки орфографии электронных текстов на госязыке. Сделали они это раньше ближайших соседей, разработчиков аналогичной казахской версии в Казахстане. И вот как отреагировало на новинку тогдашнее руководство страны, вспоминает разработчик. В том же году потом презентовали казахи. Вначале мы, скажем, где-то в августе презентовали. Я даже показывал тогда Акаеву, вот оно есть. Акаев посмотрел так и ушел. Сам не понял. А за ним стоял госсекретарь Осмакон Ибраимов, который прекрасно все понял. Что сразу будет видно, что кто-то делает, а кто-то просто а-ля-ля. Поэтому он задвинул меня подальше, чтобы об этом никто не знал. По словам Эмиля Асанова, госчиновники активно пользуются разработками кыргызских энтузиастов развития программного обеспечения. Но при этом государство избегает вкладывать средства в это затратное дело. В итоге успехи Кыргызстана в цифровизации оставляют желать лучшего. Национальный статистический комитет Кыргызской республики, Институт статистических исследований и повышения квалификации недавно провели совместное исследование и пришли к следующим выводам. Вклад цифровой экономики в ВВП развитых государств за последний год составляет от 5 до 12%. В развивающихся странах этот показатель от 1 до 5%. И вот в Кыргызстане он равен 0,4%. В развивающихся странах этот показатель от 1 до 5%, а вот у нас в Кыргызстане он равен 0,4%. По индексу сетевой готовности наша республика занимает 98 место из 143 стран. По глобальному инновационному индексу на 94 позиции из 126 стран. По индексу информационно-компьютерных технологий на 109 строке из 176, а по уровню доступности интернета и его развитию на еще более худшем – 139 месте. Следуя классификации Всемирного банка, по типу цифровых экономик ряд постсоветских стран можно разделить на две группы. Первой, так называемой переходной, принадлежат Казахстан, Беларусь, Россия и Армения. Таджикистан и Кыргызстан находятся в ранге пониже, группе, где цифровизация лишь зарождается. Впрочем, зарождение происходит интенсивно. По данным Нацстаткома, число предприятий и организаций, использующих информационно-коммуникационные технологии, начиная с 2013 года неуклонно растет. 6 лет назад их было 10 396, в 2017 году 11 923. Прошлогодний же показатель составил 12 152 объекта. Кто знает, может, по степени развития цифровой экономики скоро и достигнем уровня развивающихся стран.